Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. Хочется от всего сердца поблагодарить каждого из вас. Я чувствую душой вашу моральную поддержку, ваши чувства по отношению к якутскому беспределу и ваше стремление спасать, дарить жизнь несчастным. Я благодарю Бога за то, что вы есть, за возможность спасти еще чьи-то жизни с вашей помощью. Посмотрите на них. Сегодня они жалкие, но живые. Завтра их может и не быть. Вы знаете, что там они просто мусор. Вот, например, гладкошерстный ребенок, мальчишка. Видно, как дрожит. Никакого подшерстка нет. Голодный и замерзающий. Одни только уши торчат. У него одна жизнь, и мы с вами. И больше ничего. Вы знаете, друзья, что спасать мы можем только в том случае, если на собачулю соберется группа финкураторов, людей, которые ежемесячно могут поддерживать спасеныша до пристройства. Сегодня я покажу вам тех, кто особенно нуждается в спасении, как вот этот дрожащий и явно недоедающий ребенок. Или вот эта парочка, славные, красивые и беззащитные. Невозможно забыть милые мордашки, как они тянули сквозь решетку. Но теперь они уже у будок на цепи. Они же могут украсить чью-то жизнь, могут дарить радость людям. А приходится коротать суровую зиму вот здесь, в будках, которые скоро засыпят снегом. Если кто из подписчиков или ваших знакомых летит из Якутска в Москву, откликнитесь, пожалуйста, напишите нам. Нам очень нужна ваша помощь в перевозке животных. От вас ничего не требуется. Только прикрепим к билету вашему провоз животных. А там и проводим, и здесь встретим. Пожалуйста, узнайте, кто из ваших знакомых в ближайшее время летит в Москву. Чем холоднее там становится, тем озлобленнее и агрессивнее большие и сильные сородичи. Холод и недоедание, и все больше разорванных тех, кто скромнее или трусливее. Посмотрите на эту девочку. Страх быть порванной, страх день и ночь. Как пройти мимо? Кто ей поможет? Нет у них заступника, нет ни дома, ни своей чашки. Даже имени нет. Есть только мы с вами. Друзья, понимаю, что многие из вас выживают, и все же. Давайте спасем бедолаг. Хоть кого-то. Подарим жизнь. Хотя бы некоторым. Тем, кто не выживет в этом страшном месте. А вот девчуля с умными глазами, гладкошерстная, запугана так, что боится пошевелиться. Смотрю и думаю, как бы могла эта красивая собачуля жить в семье, жить в тепле, в любви. Тяжело смотреть, тяжело осознавать, что этого не происходит, что все не так, как хотелось бы. Ведь она же такая замечательная. Друзья, мы объединились, чтобы спасать, чтобы дарить жизнь. Но с каждым днем становится все труднее. Иногда кажется, все, хватит, нет уже сил, и со всех сторон одни препятствия и злые побеждают. А посмотришь в эти умоляющие глаза. И, друзья, многие проблемы можно было бы решить, были бы деньги, но их нет, карты снова пусты. Здравомыслящий человек на моем месте давно бы уже закрыл эту тему. А я надеюсь на чудо и на вас, верных нашему делу спасения. Как пройти мимо этих глаз? В них и тоска, и надежда. Вот еще бедолаги. Недавно стерилизованная серая собачка скоро выпустят на снег
в будку, на цепь, в мороз пойдет, ослабленная, или к сильным сородичам. Вольер порвут же. Видим, что боится, на бетонном полу, жмется к другой собаке. Сколько несчастья читаем мы в ее глазах, в ее позе. Это не стайные собаки, это не те, которые опасны. Когда же начнут различать? Слабые сторонятся всегда, боятся сородичей, тянутся к человеку или сторонятся и человека тоже. Но зачем таких-то убивать? Как пройти мимо этой собаки? Как ее не спасти? А вот и статный парень, типа ретривера, и тоже машет хвостом, ласковый, тоже не понимает, где он и за что. Не жильцы они там все. Недолго протянут, недолго проживут, если не заберем. И вот еще, вот такие малыши были выброшены на снег в коробке в мороз. Видимо, добрый хозяин от домашней собаки. Ведь стерилизация – это вредно, а выбросить на смерть не вредно. 2 ребенка оторваны от матери на погибель. Если уж кобельков, щенков еще могут забрать местные в деревню на цепь, то щенков девочек только на выброс. Со снега занесли на час в подъезд отогреться. И чтоб не дали пинок снова, мне пришлось их забрать в срочном порядке на передержку в Якутске. Но долго держать не будут, не смогут. Молодой человек, что взял передержать, уходит на 12 часов на работу, а с щенками надо быть, и их надо кормить. Когда сможем привезти, пока не знаю. Но кто может взять здесь, в Москве, к себе или на передержку? Прививки, обработки, корм тоже стоят денег. Щенки красивые, умные, несчастные. Им бы сразу дом, их бы сразу воспитывать. Дети же они. Откликнитесь, люди, пожалуйста. И вот сиюминутная сводка. Мороз обжигает лицо, руки. Зима наступила. -30. Человеку-то холодно, движется перебежками, пальцы не шевелятся. Женщина забежала погреться в магазин. А ведь еще не декабрь. А в тамбуре лежит собака. Тоже приползла погреться. Но магазин закрывается, и беднягу выкинут сейчас в ночь, на мороз. Туда, где жизнь ничего не стоит. Денег стоит лишь ее убийство. Ядом, дротиком. К тому же она беременна. Вот ведь пополнение для города Якутска. Так запросто родятся щеночки, на смерть родятся. Родятся, чтобы умереть в снегу, во льду. Мать пристрелят дротиком, так как она будет привязана к щенкам и не убежит от них. А щенки сами околеют, без матери. Как вы думаете, почему все проходят мимо? Почему никому нет дела? Да никто не знает, куда их и что с ними делать. Тем более при всеобщей ненависти к собакам в этом регионе. Город заполонен щенками от нестерилизованных сук и трупами взрослых собак. Жить этой собаке, если ее не забирать, день-два, максимум неделю. А ночью на улице стреляют. Сейчас тебя магазин выгонит отсюда. Пойдем. Пойдем домой. Пойдем домой. Веревочку нашла? Да, моя девонька.
Пошли домой, покушаем, погреемся. Пойдем? Пойдем? Ай, ты моя девонька. Пошли, 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 пошли. Ай, молодец какая, пошли. Ай, умница, пойдем на выход. Все, уходим с магазина. Лара сказала, спасать тебя надо, а то ночью тебя дротиком пристрелят. Поехали уже. Каждый наш шаг, любое движение по спасению даются с трудом. Успешны лишь злые дела. Отстрел не прекращается. Ежедневно и ежечасно по городу появляются трупы. Сегодня отказали в посадке на самолет. Предлог явно надуманный. Не работает переправа, нет возможности отправить переноски и так далее и тому подобное. И вот в таких условиях нам приходится спасать, как на войне. Мы показывали вам, друзья, тех, кто еще жив. Очень надеюсь, что найдутся финкураторы на этих бедолаг. Нам очень нужна помощь. Когда вы помогаете, у нас есть возможность спасать. Пишите мне на WhatsApp. Давайте спасем и подарим им жизнь. Помогайте им. У них никого нет, кроме нас.